Руководство государственного энергохолдинга Баркиту-Джик во время пресс-конференции 6 августа на вопрос журналистов о том, когда будут сняты лимиты на электричество, заявило, что энерголимит в осенне-зимний период в стране будет продолжаться до тех пор, пока не будет полностью введена в эксплуатацию Рагунская ГЭС. Кроме того, заместитель председателя Баркиту-Джик Абдулло Курбонзода объяснил введение лимитов увеличением спроса на электроэнергию и недостаточным уровнем воды в водохранилищах. Сказал он. Также министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума предупредил, что жителям следует подготовиться к зиме уже сейчас и запастись углем. Потребители электроэнергии и мы должны использовать все возможности и запастись другими видами топлива, например, углем. Правительство Таджикистана принимает необходимые меры для своевременного обеспечения граждан Таджикистана углем, сказал он. Напомним, что от лимитов на электричество в осенне-зимний период население Таджикистана страдает уже 30 лет. Несмотря на то, что уже много лет назад Эмомали Рахмон торжественно объявлял о полном снятии лимитов на электричество в республике, лимитные отключения в населенных пунктах страны, кроме столицы и крупных городов, продолжаются по сей день. С целью улучшения уровня жизни населения, обеспечения эффективной деятельности производственных предприятий и других социально-экономических сфер страны, с завтрашнего дня, начиная с 14 января 2017 года, полностью будет снят энерголимит, то есть население, социальные учреждения и производственные предприятия на всей территории страны будут обеспечены электроэнергией 24 часа в сутки. Снятие лимита позволяет уменьшить жизненные недостатки и заботы наших соотечественников, больше создавать условия для неуклонного развития экономики страны, заявил тогда Рахмон. Таким образом, вот уже 7 лет чиновники каждый год пытаются преподнести введение лимитов как временную меру, вызванную то отсутствием осадков, то низким уровнем воды в водохранилищах, то ремонтом оборудования, то авариями и увеличением потребления электроэнергии в результате роста экономики и численности населения. Однако эксперты утверждают, что истинная причина введения лимитов кроется в элементарном экспорте электричества за рубеж. То есть режим предпочитает продавать электричество соседним странам, чем обеспечивать им свое население. Так, например, пресс-служба Минэнерго Кыргызстана недавно сообщала о том, что министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев обсудили вопросы тестирования инфраструктуры высоковольтной межрегиональной линии электропередачи КАСА-1000 на территории двух стран. Данная ЛЭП предполагает поставку электричества из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Таджикский министр выразил надежду, что создание необходимой инфраструктуры в Афганистане завершится до конца следующего года. Это позволит нам запустить проект в начале 2026 года, сказал он. Этот проект коммерческий проект считается и очень сложный, с взаимодействием с 4 стран. И самое главное, здесь есть контракт, долгосрочный контракт на 15 лет по поставке электроэнергии. Таким образом, судя по тому, что власти Таджикистана планируют наращивать объемы экспорта электроэнергии, населению страны, по всей видимости, не нужно рассчитывать на прекращение лимитов, а может и наоборот, нужно готовиться к их увеличению. ما باور داریم که اگر در نتیجه دستگیری مولوی هم سازمان‌های بین‌المللی هم بگیم که کشورهای پیشرفته جهان توسعه می‌تواند نه تنها کشور خود بلکه یک در سطح منطقه را با انرژی سبز سازی شونده همچون انرژی رشد استوار تامین نماید.